То есть совсем скоро я с экрана исчезну, у вас будут картинки, ну а я просто за кадровым голосом буду комментировать. Давайте с вами посмотрим, какой путь проделывает документ в организации, когда этот документ должен быть доставлен, к примеру, от продавца к покупателю. Предположим, наш с вами документ был благополучно подписан, и после этого начинается его долгий путь к получателям. Отправили с помощью Почты России. Здесь уже есть куча рисков, на которые мы, к сожалению, повлиять практически не можем. Вариант – это отправка через интернет с использованием средств электронной подписи. Электронный документ сформирован, нажимаем клавишу «Отправить», проходит 1 секунда, и документ уже у получателя. При работе с электронными документами весь архив может храниться на каком-то компьютере, либо даже на внешнем носителе. И согласно действующему законодательству, те документы, которые были отправлены через интернет и заверены электронной подписью, полностью приравниваются к документам, которые распечатаны на бумаге, заверены печатью и подписью руководителя. Когда две или больше организаций обмениваются документами через интернет, есть третья независимая сторона между этими организациями, так называемый оператор электронного документооборота. Что же нам предлагают облачные технологии? И что вообще такое облачные технологии? Начнем с синонимов, которые часто используются. То есть говорят иногда SaaS-технологии, говорят веб-серверное решение, тонкий клиент, облачные технологии, как я уже говорила. Все это не что иное, как технология, по которой на удаленный сервер устанавливается все необходимое программное обеспечение, на которой содержатся и хранятся данные каждого пользователя. Пользователю необходимо только на свое рабочее место установить минимум программного обеспечения и использовать его как портал для доступа к этому удаленному серверу. Скажите, пожалуйста, вы знаете что-нибудь о системе Contour-Extend? Студенты нет, преподаватели да. В настоящее время данная система позволяет сдавать отчетность в следующие контролирующие органы: Пенсионный фонд, ИФНС, Фонд социального страхования, Росстат, и вот с недавних пор у нас появилось Росалкогольрегулирование. Итак, мы рассмотрим следующие спорные вопросы. Отсутствие подтверждения командировочных расходов. При проверках налоговые инспекторы требуют документы, подтверждающие служебный характер командировки. Мне кажется, что еще судебные решения в большинстве случаев могут зависеть от размера уплаты налогов. Если это незначительная сумма, то чаще всего может приниматься решение в пользу организации. Виктор, значит, вот если я правильно помню статистику, вот с каждым годом, начиная где-то с 2010 года, увеличивается число заявок, да, вот по налоговым каким-то разбирательствам, спорам, да. При обращении в суд важна цена вопроса. Это тоже было отмечено, и нужно ориентироваться на стоимость иска, потому что судебные расходы предполагают уплату, в первую очередь, государственной почты. Я редко вижу потоки такой приятные, хорошие, красивые лица, участницы и так далее. Я надеюсь, наше сотрудничество с кафедрой продолжится.